11 тысяч человек защищало независимость, нашу родину от фашизма. И в это время так получилось, что целый народ был репрессирован. Абсолютно по ложному обвинению. Вот на пустом месте. Фронтовики, увешанные орденами, они возвращались не на родину историческую, а в Среднюю Азию. И все совершенно понимали, что это была нечеловеческая, грубейшая ошибка, такая жестокая. Но также люди понимали, что должно пройти время. Практически все народы, включая прежде всего русский народ, больше всех пострадали в этот период. Мы сумели сохранить то уникальное, что нам оставили наши предки. Это выдержку. В это очень сложное, непростое время. И, конечно, самое главное, то, что было сделано тем народом, многонациональным народом Киргизии, Казахстана, мы знаем, что из рассказов наших предков, старшего поколения, была доведена информация, что люди какие-то не очень хорошие едут. Я уж не хочу там говорить, как это было на самом деле. Чуть ли там не людоеды там. Народ этот не поверил в это, принял нас, и я знаю, что это такое. Я сам там родился, как и люди моего поколения. И, конечно, слова самой искренней благодарности, самые добрые. Это память всесильная. Это то, что люди наши никогда не забывают. И о казахах, о киргизах, о немцах, о русских, которые проживали там, именно в Средней Азии, которые помогали нашему народу, целые песни слушать. И это очень важно, когда мы как бы вместе, то есть каждый на своем месте и вместе. Так получилось, что вот это горе, эту трагедию, которая была по отношению к целым народам, вот, ее сумели развести общими усилиями. Сегодня мы просто готовим туда поездку большую. И государственный ансамбль наш, и творческие союзы, и наши общественные, религиозные деятели. Ну и во главе я поеду тоже с этой делегацией. Конечно, для меня это будет такое еще новая встреча с родными местами. У нас дистанция 3 года, но все-таки мы как-то по духу были всегда близки друг к другу. И, конечно, очень жалко, что жизнь так развела. Мы оказались на разных, даже в разных сейчас странах, и тогда в разных краях страны. Ну, я думаю, это, наверное, еще потому, что каждый из нас вгрызался, значит, в жизнь, в учебу, в работу, хотел быть полезным для общества, для народа. И еще, что из всех нас, братьев, нас 4, он больше всех похож на отца. Когда, значит, приятно смотреть телевизор, как будто бы отец живой. У него даже манеры похожие на отца.
каждый раз, когда кто-то, вот ингуши, чеченцы встречаются, говорят, «Цагот диохи». Вот не слыхали ли, что нас обратно вернут домой? Вот эта мечта, жизнь. И вот я когда видел индюка, или когда видел осла, или когда видел черепицу, там такой черепицы нет, я радовался этому, мечтал, чтобы вернуться. А когда впервые я услыхал, когда сказали по радио, передали наши песни, вот, и по-ингушски, по-чеченски там выступая говорили, мы все бежали смотреть, плакали мы. Вот. А когда восстановили республику, мы что только не делали. Мы там ансамбль создали, самодельство сотворили и так дальше. А вот еще один такой момент. Ведь ингуши-то учились в Казахстане, голодные, холодные, оборванные, нищие, учились. Вот, чтобы, не знаю, или чтобы доказать кому-то, прекрасно учились все буквально. Вот в классе все учат ингушей, и все учатся хорошо, отлично. Даже русский язык, вот всегда пример приводили, наши учителя приводили другим. Посмотрите, как пишут вот эти вот. А русские столько ошибок делают, а у нас этих ошибок нет. Вот такая тяга, такое стремление было. И вот когда создали свою республику, все это мы забыли. Я бы хотел, чтобы это они сейчас все вспомнили.